Женская сборная России по гандболу со счетом 24-23 победила команду Черногории в матче основного раунда чемпионата Европы. Турнир проходит в Дании. Лучшим игроком встречи была признана защитник черногорок Елена Деспетович, реализовавшая 7 бросков из 8. В данный момент россиянки идут на первой строке группы 1 основного раунда турнира, одержав 3 победы в 3 матчах. В следующей игре российские гандболистки сойдутся с командой Франции, которая идет на второй позиции, имея на счету 2 победы в 2 играх. Встреча пройдет сегодня. Сборная России по футболу завершила год на 39-й строке рейтинга FIFA. Итоговый список не изменился по сравнению с предыдущей версией, опубликованной в ноябре из-за отсутствия международных матчей. Напомним, в прошлом месяце российские футболисты завершили групповой этап Лиги наций на 2-м месте в своей группе и не смогли пробиться в высший дивизион турнира. На первой позиции итогового рейтинга 3-й год кряду оказалась сборная Бельгии. Вторыми идут французы, тройку лидеров замыкают бразильцы. Футболисты московского ЦСКА в гостях проиграли Загребскому «Динамо» в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1-3. В составе хозяев поля результативными ударами отметились Йошка Гвардиол, Мислав Оршич и Лерим Кастрати. Единственный мяч российского клуба забил Кристиан Бистрович. ЦСКА занял последнее место в группе К, набрав в 6 матчах 3 очка. Загребские футболисты возглавили квартет, имея в активе 14 пунктов. Со второй позиции в плей-офф турнира вышел австрийский Вольфсберг, у которого 10 баллов. На третьей же строке группы с 5 очками финишировал голландский Фейенорд. Московский ЦСКА со счетом 4-1 выиграл у омского «Авангарда» в гостевом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе победителей взятия ворот провели Никита Сошников, Брэндон Лайпсик, Максим Мамин и Максим Соркин. У хозяев льда отличился Рид Буше. Армейцы продолжают лидировать в турнирной таблице западной конференции, набрав 57 очков. Омские хоккеисты идут вторыми на Востоке, имея на счету 49 пунктов. В следующем матче ЦСКА на домашней арене примет ярославский «Локомотив», а «Авангард» отправится в гости к подольскому «Витязю». Совет Международного союза конькобежцев из-за пандемии коронавируса принял решение отменить чемпионат Европы по фигурному катанию. Турнир должен был пройти в Загребе в конце января следующего года. Также Совет решил отменить финал Гран-при, который по плану должен был состояться в Пекине. В нынешнем сезоне этапы Гран-при проводились в формате национальных соревнований. Они прошли в Лас-Вегасе, Чунцзине, Москве и Осаке. Этапы в Канаде и Франции были отменены из-за пандемии коронавируса. Сообщается, что чемпионат мира среди юниоров также не состоится. По плану турнир должен был принять Стокгольм в марте следующего года. Летние игры «Дети Азии» в 2022 году могут провести в Приморье. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяка, чьи слова приводит ЕСЯ. Сообщается, что если представители Приморья получат право проведения соревнований, то в организации проведения им помогут специалисты из Якутии. Последние летние международные спортивные игры «Дети Азии» состоялись в Якутске в 2016 году. Участниками соревнований стали порядка 4000 человек из 39 стран мира. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!